Первый Embraer появится в Коми уже через неделю. Об этом сегодня заявил министр развития промышленности и транспорта Андрей Самоделкин. В докладе о реализации программы развития транспортной системы он напомнил, при поддержке республики компания Коми Авиатранс закупила 6 среднемагистральных бразильских лайнеров. Региональный перевозчик намерен заменить ими чешский Л-410 на дальних маршрутах и открыть новые рейсы из Сыктывкара, Воркуты и Усинска в Москву и Санкт-Петербург, а также в другие города. Максим Васильев о будущей транспортной доступности. 2 миллиарда 700 миллионов. Это бюджет капитального ремонта дорог на ближайшие 3 года. Основные направления: Сыктывкар-Троицко-Печорск, Вагваздино-Яринск, Сыктывкар-Ухта, Краткерос-Мордино-Лопыдино, Устюса-Усинск. Это 126 километров региональных магистралей. В списке и 5 мостовых сооружений. На планах по Троицко-Печорску народные избранники попросили остановиться отдельно. Именно от его жителей сегодня больше всего нареканий. На протяжении 38 километров дороги вовсе нет. К реконструкции участка уже приступили со стороны райцентра. Мы уже построили мост. Через Леки мы его сдали, соответственно, ввели в эксплуатацию. И в этом же году мы провели конкурсную процедуру, и у нас определился подрядчик на 12 километров, которые в этом году тоже приступили к строительству. По-моему, объем финансирования этого года порядка 20 миллионов заложено. Проект строительства дороги на Троицко-Печорск долгосрочный. Хорошее покрытие район получит лишь к 2019 году. Пока же транспортную доступность обеспечивают поезда. А с недавнего времени и самолеты. Регулярные рейсы на новых Л-410 стартовали этим летом после реконструкции аэропорта в поселке Кослан на Ударе. Таким образом, авиарейсами покрыты все отдаленные от центра муниципалитеты. В планах Минпрома дальнейшее расширение межрегиональных маршрутов. Из Сыктывкара в Салехард, Уфу, Вологду, Киров, Тюмень, Самару. Для этого республика поддержала Коми Авиатранс в покупке 6 эмбраеров на общую сумму 24 миллиона долларов. Правда, у собравшихся цифры вызывали сомнения. А не слишком ли велик риск? Порог безубыточности кто-то считал этого предприятия, или получится так, что оно потом просто разорится? Для министерства обеспокоенность общественников понятна. Ввод в эксплуатацию любого нового судна подразумевает повышенные затраты. Купить технику, выплачивать лизинговые платежи, обучить экипаж, приобрести наземное оборудование. Но у региональной компании сегодня есть возможность зарабатывать. Приобретение самолетов Embraer тоже повлечет, конечно, дополнительные издержки, но при выходе, скажем так, на полный парк и полетов, что мы хотим практически начать уже в полном составе с летнего расписания, позволит по самолетам Embraer 145 практически работать в ноль при загрузке 50% и при этом 100% выплачивать лизинговые платежи. Если же самолеты будут грузиться так, как положено, 70% и больше, то появляется некая маржа, которая позволяет, так сказать, с уверенностью смотреть в будущее. Внутренние авиаперевозки ждет оптимизация. Маршруты с низким пассажиропотоком сократят и организуют дополнительные рейсы по наиболее загруженным направлениям. В части железнодорожных перевозок республика будет прорабатывать вопрос об обновлении вагонов, используемых на территории Коми, и модернизации инфраструктуры. Кроме того, в 2015-м правительство планирует закупить автоматрисы для использования на коротких пригородных маршрутах с малым пассажиропотоком, таких как Инта-Ошпир или Микунь-Мадмас. Также в ближайший бюджетный период будут прорабатывать и организацию 8 паромных переправ в 5 муниципалитетах. Чтобы раз и навсегда закрыть проблему и построить грузопассажирские паромы, необходимо 300 миллионов рублей. Максим Васильев, Константин Куратов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.